Лось вышел на дорогу. За 9-й площадкой лось дорогу перешел. Лиса еще. Да вы что, с ума сошли? То лось, то лиса. Жесть, поменьше. Зверушки разные вылазят тут, да? Ну ладно, посмотрим, может рыбу будет клевать хорошо. Это все в черте города, кстати. Ребята, всем привет! Наконец-то настали выходные дни, сегодня суббота. Я вновь на рыбалке, в том же месте, где был и прошлые выходные. Да, там, кто смотрел короткий ролик, у меня здесь у друга было 2 хороших схода на воблеры. Поэтому сегодня решил поупираться в воблеры там 110, 130 и посмотрим. Попробую поймать сегодня щуку. Время 7 утра, туман. Пока ехал, термометр в машине показывал -4 в некоторых местах, на траве иней. Первые заморозки, короче, начались. Посмотрим, как щука будет себя вести. Солнышко, вот смотрю, поднимается. По радио тетя сказала, что до +11 будет днем. Ну все, давайте пробовать ловить зубастую. Поехали. Прошел час с того момента, когда я первый раз забросил тут воблер. Ни одной поклевки пока я не увидел. Туман рассеивается, солнышко подогревает. Это неплохо. Вот. И значит, еще в прошлые выходные мы с другом заметили, что напрочь отсутствует течение. С чем это связано, фиг его знает. Течения, короче, вообще нет. Легкий вот какой-то вот ветерочек есть, и меня против течения даже немного вот подтаскивает. Потому что течения вообще нет. В прошлые выходные на джиг была одна поклевка у друга, которую он смог реализовать там щучку на килограмм. Кидали, нифига как бы. Но на воблеры худо-бедно что-то клевало там. 3 щурка я поймал. Таких грамм, наверное, по 400-500. И у друга было 2 хороших схода. Ну, посмотрим, что будет сегодня. Рыбалка только началась. Вот часик кидаю, пока ничего интересного не происходит. И сомневаюсь, что удастся поклевку на камеру заснять, если вот так вот будет клевать как-то. А пока никак не клюет. Ладно, перемещаюсь. Бросаю тут не только вдоль берега, но и по площадям, короче, в разные стороны, туда-сюда, везде, короче. Меняю воблеры. Ищем пока. Буду потихонечку спускаться вниз по течению. Сегодня я под электромотором. Наверное, так будет удобней, чтобы бензиновый не дергать постоянно тут. На этом как бы, ввиду того, что опять же нет течения, ну, удобно маневрировать. Наконец-то, ребята, блин, первая рыба у нас на крючке на
рудру откликнулся. Вот такой вот небольшой щурок. Так, время 8:20. Да, час 20 мне понадобилось, чтобы уговорить первую рыбу. Меняю воблеры, меняю, что-то, ну вот на рудру, так скажем, вот, ну как бы в натуральном цвете, да, натуралочку клюнул щурок. Ну давайте его сейчас. Рот закрыл, собака не хочет. Опа. Так, руки что-то пачкать неохота. Опа, вот так вот мы его. Ну, вот такая вот рыбка, ребятки. Будем надеяться, что не последняя на сегодня. Так, давайте ее скорее освободим. Опа. Окей. И отпустим. До свидания, рыбка. Так, если клюнет, ну такая там побольше, как говорится, Бог даст, то, может быть, возьму, там обещал друзьям. Вот. А таких маленьких будем отпускать. Ну, так скажем, начало положено. Воблер ОСП Рудра 130 суспендер. Ну все, погода изумительная. Прошлые выходные тоже было прям тепло, конечно, блин, очень хорошо. Туман, правда, держался в прошлые выходные где-то до обеда. Был очень сильный туман. Вот. Ну и сегодня прям очень замечательная погода. Хотя с утра вот был морозец. Ладно, продолжим. Пытаюсь спускаться вниз по течению, блин. Но ветерок дунет и меня опять вверх, блин. Течения нету вообще. Отключили где-то. И на реке никого нету. Какой-то мужчина подъехал, ну, в том месте, где я остановился. Что-то дверями похлопал, посмотрел. Что-то уехал, не уехал, не вижу. На воду никто не выходит. В гордом одиночестве сегодня. Красотища. Окунь там, он возле воблера стоит, боится схватить. Но бодает его. Все, убежал. Убежал. Так, с начала рыбалки прошло 2 часа. Мы имеем одного пойманного щурка и несколько раз за воблером выходили окушки. Вот сейчас тоже он подошел, но не хватает. Как бы вот воблер 90 поставил. Здесь потому что сейчас помельче пошло. 130-е за дно цепляются. Поставил, ну, поменьше заглубление у него. И окушки преследуют. Выходят, но почему-то не хватает. Чувствую, что подбивают. Но что-то
То ли он для них великоват, то ли окунь не совсем активен. Хотя в прошлые выходные пару штук я поймал на 130-е. А окунь такой там грамм 100. Ну. Поднялся небольшой ветерок. Начинает таскать тут туда-сюда. Но в целом комфортно. Что-то там лодка, что ли, вдалеке. Не вижу. Ну ладно, продолжим. Так, почти 3 часа прошло с начала рыбалки. Вот еще одна поклевка. Окунь клюнул. На балисонг 130. Сейчас попробую встать на якорь и вон там покидаю на джиг. Как ты на него напал еще? Хотел съесть воблер, и воблер тебя съел, да? Давайте отпустим его. Сейчас вон там встану на якорь. В прошлые выходные по эхолоту там была стая бели. Кидали, ни одной поклевки. Сегодня я эхолот забыл, поэтому где-то на какие-то джиговые, ну, может, в 2 местах покидаю джигом. Я там взял пару приманок. Ну, чисто по береговым ориентирам. Помню, встану, сейчас покидаю. Там спустимся вниз еще немного и пойдем назад. Вот так. Big Lunch. Сейчас перекусим и начнем ловить на силиконовые приманочки. Может быть, что-нибудь клюнет. Прошло 4 часа рыбалки. Покидал на джиг. Сейчас снялся с якоря. Думаю, буду опять твичить воблеры. И на усами вот такой вот опять щурочек клюнул. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Что-то пошло не так. Где ты там? И раз. Опа. Вот опять такой малыш. Уже, по-моему, в животике у него кто-то сидит. Кого-то он съел. Иду с плавом, ветер меня сейчас нормально подгоняет, так вниз по течению. Там еще до одного места дойду, там покидаю и назад. Так, давайте его отпустим. Опа. До дому. Маленький щурок. И воблеру такой вот усами Кумма 115.
Неплохо так за 4 часа-то, да, рыбалки. Ух, была поклевка, блин. Не подсек, загляделся здесь на подводный мир. Такие там кусты. Прозевал поклевочку сейчас. Что тут, клевать начало, что ли, или что, не пойму. А вот это хорошее. Получше, по крайней мере, ребят. Что это такое-то? Ну-ка, иди сюда. Или это пакет там на? Нет, маленький щурок, блин. За бочок клюнул. А я думал, получше клюнуло. Нет, такой же щурок маленький, блин. Иду с плавом потихонечку, блин. Ветер холодный, да, уже. Солнышко маленько с утра посветило. И все, и того хорош. Давай только не дергайся. Сейчас отпущу. Тихо, тихо, тихо. Давай. Как тебя тут поймать-то? Да что такое? За бочок попалась, короче. Опа. Воблер тот же, как бы усами. Ну, кидаю здесь коряги он кругом. Блин, дорогущие воблеры жалко ставить, поэтому поставил пока такой. Если что, не жалко. Уже один раз зацепил за корягу, но удалось его отцепить. Щучки не крупные такие, блин. Травяночки. Прошлые выходные вот таких вот 3 штучки поймал, на огороде закоптил. Коптильню мыть в холодной воде — то еще дело. Поэтому ну его нафиг. Давайте, все, плывите домой. Растите. Ух, ничего себе, большие и толстые. Сюда иди. Ну опять не крупный. Может, якорь тут бросить. А то сейчас протащит. Ну, опять щурогайчик вот такой. Все, сам отвалился. Не пришлось. Он пукнул аж со страха, он с него воздух пошел. Отлично. А где крупная-то? Ну хотя бы таких, как бы, что тут поклевочки увидеть. Маленько хоть расклевалась, а то вообще не клевала, да? Время 11:20. Так, сейчас еще забросик и сниму с якоря. Дальше поплывем вниз.
или пойдем, как говорят моряки. Немножко сейчас вот на яму здесь еще спущусь, покидаю силиконки там минут 10-15. Потом воблер тоже покидаю минут 10-15 и пойдем назад. Не прошло и полгода, как говорится, натвичил. Чуть-чуть побольше, что ли, ну. Да, чуть-чуть побольше щучка. На рудру цвета Мат Тайгер. Опа. Ну такая уже килограммчик, наверное, с небольшим. Так, ну-ка иди сюда. Опа. Да, уже он сожрала какую-то подлещик, блин. Сейчас это подлещика уже позавтракала, а может и пообедала щучка. Но вот это уже вполне годится на котлеты, как бы. Уже можно. А вон у нее там рыбка во рту, в глотке застряла какая-то, да? Ну сейчас попробую тогда подловить еще. И может быть получится сделать котлеты. И пойдем к Николаю в гости. Он сказал, говорит, приходи, говорит, на щучьи котлеты со своей щукой. И я тут сколько рыбалок пытался поймать, и все клевала какая-то дребедень, которую стыдно было даже вести. Ну, вот это вот более-менее уже такая котлетная. Вон пиявки на ней. Что-то неактивное, что ли, или что, хер его знает. Хотя он питается, он съела подлещика. Вода прозрачная, там в траве тоже видел стаю подлещиков. Плотва, еще что-то там было. Так, ну все, эту забираю. Сейчас постараюсь еще подловить. Так, возвращаюсь уже назад. Вот где отпустил одного из щурков. Возможно, он клюнул назад. Может быть, другой. Но сейчас как бы уже надо вот, видимо, доловить до котлет. Опа.
Давайте лип-гриппом возьмем, чтобы фотографию потом сразу можно было сделать. Опа. Да, какой-то покрупней. Наверное, я помельче отпускал. Ну, годится. Вот такой вот. Опять на рудру. Сейчас встретил мужчину. Он, я так понял, на джиг вроде как бы рыбачит. Сказал, что было несколько поклевок. Рыба откусила там хвостики у его приманок. И в итоге он там ничего не поймал. Вот. Ну, у нас вот худо-бедно что-то маленечко расклевалось. Вот. Так, эту щуку за жабры она зацепилась. В любом случае пришлось бы забирать. Вот, ладно, не буду сейчас ее тут на камеру доставать. Вон она прям воблер заглотила. Вот. И продолжим, покидаем еще немножко. Время у нас час, ребята. Уже час. А вот еще одна. Так, ну все. Неплохо. Блин, ну сплавлялся сейчас, как бы, блин, уже, думаю, надо все назад подниматься, и вот клюнуло. Откровенно плоховато клюет. Могло бы быть и лучше, как говорится. Воблер опять с рудра. Что-то решил на него, вроде пасмурно тут как бы. И вода мутноватная по сравнению вот с прошлыми выходными. Думаю, может поярче приманочку вот поставить. Ну не знаю, пока вот поклевывает. Так, этого тоже закотлетосим. Вот, посмотрим. Если вот такие маленькие еще будут попадаться, буду отпускать. Что-то расклевалось тут маленько, да? Маленький щурочек клюнул. Оп. За глазик он. Так, этого давайте отпустим. Без глазика он, наверное, выживет. Так, все, этого отпустили. Был бы покрупнее, можно было бы взять. Но этот маленький. Очень плохо клюет. Прошел, наверное, прям, я не знаю, блин, почти с километр. Две поклевки, ну. Дорогие друзья, ну вот добрый час я кидаю, ни одной поклевки, блин. И наконец-то клюнуло, блин, ну час на этот балесонг 130 кидаю, блин, уже руки отваливаются. Все, вот такого вымутил.
щурка. Я думаю, что на нем мы и закончим сегодняшнюю рыбалку. Время 3 часа. Потому что откровенно не клюет что-то. Да. Вот такой вот маленький щурочек на Балисонг 130. Ну какой маленький-то? Полкилограмма в нем по любасу есть. Все, что-то уже прям подустал швырять здоровущие воблеры. Оп. Порезал палец? Не совсем, да? Ну что, дорогие друзья, подошла к концу и сегодняшняя рыбалка. Клевала откровенно, ну так себе, как бы ни о чем. Я на воде с 7 утра и закончил рыбалку в 16:00. Ну, приблизительно получается, рыба клевала, одна рыба в час. Ну, рыбка, так скажем, да. Большую рыбу нам не удалось с вами поймать. В основном щука была до килограмма. Вот, в начале рыбалки отпускал рыбу, потом вспомнил, что Николай с Наташей, мои друзья, просили, точнее они сказали, приходи в гости на рыбные котлеты со своей рыбой, да. Вот, ну, по последней рыбалке ничего не клевало, тут вроде думаю, ну ладно, одна более-менее нормальная рыбка попалась, можно что-то будет еще подловить, да. Еще подловил там, по-моему, ну, я забрал 4 щучки, общий вес составил 3 килограмма 800 граммов, вот в 4 рыбках, которые я забрал. Думаю, что если добавить побольше сала, то нормально котлеты получится, короче. Лучше уха из петуха. Вот. Ну, кидал и вдоль берега, и на середину реки, по-разному, и на ямах, и на отмелях, короче, блин. Крупная рыба почему-то не отзывалась, да, хотя в прошлые выходные у моего друга в этом месте клюнуло 2 хороших рыбы, которые он не смог, так скажем, поднять в лодку. Вот, значит, скрывать не буду место, где я рыбачил, соответственно, это река Мокша. Рыбачил я в районе пионер-лагеря Гайдар, ребята. Вот, если кому нужна такая рыбалка, пожалуйста, приходите. Только единственное, что с берегом, на мой взгляд, здесь делать нечего. Все-таки нужна лодка. Вот. Ну все, всем ни хвоста, ни чешуи. Пока-пока. Увидимся на воде. Ты заходи. Если что,